Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камшыкшара. Здравствуйте. Прошлую ночь активист движения за принятие 20-й статьи Конвенции ООН Джансух Адлейба провел в палатке возле парламента. 4 февраля с требованием немедленно принять закон о декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими депутатами перед зданием парламента на бессрочную акцию собралась инициативная группа по продвижению данного закона. 5 февраля к парламенту приехали представители правоохранительных структур, разобрали палатки, а Джансуха Адлейба вызвали в УВД для написания объяснительной. Между тем, члены инициативной группы провели брифинг, на котором еще раз озвучили свою позицию. Тему продолжит Гугуца Вардания. Открывая брифинг, член инициативной группы Астамур Какали отметил, что в четверг в парламенте состоится сессия, на которой будет рассмотрен антикоррупционный закон. Поэтому они посчитали необходимым еще раз озвучить свою позицию и пункты, которые, по их мнению, обязательно должны быть прописаны в законе. Круг декларантов, согласно закону о декларировании, будет следующий. Супруга и несовершеннолетние дети должностного лица. Именно в такой редакции парламент планирует принять этот закон. Мы хотя бы, это как минимум, настаиваем на включении в круг декларируемых лиц детей и совершеннолетних, и несовершеннолетних. Еще одним важным моментом члены инициативной группы отмечают то, что информация об имуществе должностных лиц и депутатов обязательно должна быть в открытом доступе для всех. Никакой гостайны из имущества должностных лиц и депутатов вот под гостайну это никак не должно загоняться. Наши поправки, они публиковались, на встречах обсуждались. Мы давно с депутатами, кстати, пришли к одному мнению. Никакой тайны из домашнего адреса должностного лица и депутата в Абхазии нет и быть не может. Декларирование не имеет смысла, если оно тайное. Астамуром Какали и его соратниками были внесены некоторые дополнения в 7-ю статью закона, касающиеся проверки декларирования. Инициаторы требуют, чтобы право проверки достоверности и полноты сведений о доходах принадлежало всем ведомствам, которые соприкасаются с госслужбой. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера субъекта декларирования осуществляется соответствующей кадровой службой отделом публичного органа. Наше дополнение, с которым согласны были, во всяком случае, на встречах в прошлом году депутаты, а также проверка достоверности осуществляется, а также Министерством по налогам и сборам, Министерством внутренних дел, прокуратурой республики, судами республики по мотивированному документальному заявлению граждан. Изначально в парламент были поданы 2 проекта закона, о котором идет речь. Один от инициативной группы, лоббирующей антикоррупционный закон, другой от депутатов. Была также создана комиссия, в которую вошли представители общественности. В итоге за основу был взят проект закона, подготовленный депутатами. Однако члены инициативной группы не согласны с некоторыми его пунктами. Запрещается указывать данные о членах семьи декларанта. То есть должностное лицо, если вы опубликуете активы моего сына, у меня несовершеннолетний, но вообще, то это запрещено. Мы настаиваем, никакой тайны. Не то, что запрещается, считаем обязательным публичное декларирование на сайте Министерства по налогам и сборам антикоррупционной декларации супруга и совершеннолетние дети. Согласно предлагаемому законопроекту, на декларации должна быть электронная подпись. Члены инициативной группы не согласны и с этим. Они предлагают другой вариант. Бумажная версия, заверенная подпись и сама декларация, ее просто сканировать, пока нету вот этих всех технических данных, и уже можно считать юридическим документом. У членов инициативной группы и депутатов нет взаимопонимания в плане предлагаемого наказания в случае представления ложной информации или же ухода от декларирования.
Забыл упоминать гостиницу, оформленную на совершеннолетнего ребенка или супругу, или свою. Отстраняешься от госслужбы на унакца. Все, не возвращаешься больше, ни при каких обстоятельствах. Парламент предлагает, декларант привлекается к ответственности в соответствии с законодательством. Нет у нас законодательства о декларировании должностными лицами и депутатами собственности. Соответственно, меры наказания – это отсылка в никуда. Члены инициативной группы также настаивают на том, что закон о декларировании доходов, расходов, имуществе и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами вступил в силу со дня его принятия. Если же закон не будет принят, либо принят, но без поправок, активисты намерены снова проводить акции. Гугут Савардани, Нала Гухава, Абхазское телевидение. Очередное заседание сессии парламента состоится в четверг, 6 февраля. Депутаты намерены рассмотреть более 13 вопросов, среди которых проекты законов о продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления, о внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия о выборах президента Республики Абхазия, о внесении изменений в закон о налоге на прибыль организаций и о декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. В Гулрыбском районе началась установка новых приборов учета электроэнергии. Электронные счетчики с дистанционным управлением, устанавливаемые на столбах линии электропередачи, позволят полностью автоматизировать процесс и контролировать количество потребляемого электричества как энергетикам, так и самим потребителям. Репортаж Эсмы Гуланзе. В течение 2 месяцев в селе Пшап Гулрыбского района проводились работы по реставрации линии электропередачи и установке новой трансформаторной подстанции мощностью 250 киловольт-ампер. А теперь здесь установили и новые приборы учета электроэнергии. Вот эта часть населения, где мы сейчас стоим, она питалась за 1500 метров со школы, с Пшапской школы. Мы разделили, и людям стало и здесь хорошо, напряжение стало, и дальше тоже, где мы разгрузили. Соответственно, мы сейчас счетчики вешаем, чтобы учитывать, кто сколько потребляет электроэнергии. Здесь всего 14 абонентов, и 14 счетчиков мы здесь повесим. Вот. Остальное мы дальше пойдем в Истонку, вот, пойдем на Багмаран наверх, и всем будем ставить счетчики. Энергетики убеждены, что такая система будет способствовать укреплению платежной дисциплины и, соответственно, снизит потерю электроэнергии в сетях. Кроме того, позволит выявить нелегально подключившихся потребителей. Перед тем, как наладить учет, со своей стороны, имея сегодня такую возможность, делаем шаг в адрес абонентов, решая их проблемы с энергоснабжением и ожидая, соответственно, с их стороны реакции по оплате за электроэнергию. Я думаю, что многие жители Абхазии сегодня были бы готовы платить тот небольшой тариф, который у нас есть, имея соответствующее качество электроэнергии. До этого была проведена работа по общению с абонентами, проживающими на этой территории. Прямо скажу, реакция была, ну, так скажем, неоднозначная, потому что вы знаете, что большая часть территории Абхазии не установлены приборы учета, да, и население может по-разному реагировать, почему с нас начали и так далее. Необходимо понимать, что еще нужно с населением работать для того, чтобы было понимание, для чего это делается. Счетчик электроэнергии с дистанционным снятием показаний – новейшее техническое средство, с помощью которого и абоненты, и система контроля всегда смогут проследить за количеством потребляемого электричества. Особенность этих приборов учета в том, что раньше, если мы ставили на столбах, вы знаете, в Сухуми у нас такая практика была. Показания прибора учета можно было видеть только придя в соответствующую службу в энергосбыт. Сейчас эти современные приборы учета, они обладают пультами с монитором, который может осуществлять каждый абонент мониторинг своей деятельности, потребления электроэнергии. То есть он видит свои максимальные нагрузки, в какой период, видит свои показания, может сам автоматически высчитывать, сколько он потребил за месяц. Соответственно, это снимает
вопросы взаимные, которые возникают при расчете электроэнергии. Установка электронных счетчиков продолжится и в других селах и районах республики. В первую очередь там, где проходят реставрационные работы. Эсма Гуладзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Следственным управлением Генеральной прокуратуры на основании акта, поступившего из контрольной палаты Абхазии, проводится процессуальная проверка финансово-хозяйственной деятельности госкомпании «Абхазтоп» за период с 2016 по 2018 годы, направленная на установление фактов хищения денежных средств в особо крупном размере со стороны должностных лиц. Следственным органам вынесено постановление о назначении судебной бухгалтерской экспертизы, производство которое в рамках международного запроса об оказании правовой помощи поручено экспертному учреждению на территории Российской Федерации. Завершение экспертизы ожидается в ближайшее время, после чего будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела. Презентация документального фильма российского режиссера, сценариста Алексея Малечкина «Давид и Вера» состоялась в Сухуми. Фильм о вере, любви и надежде. Это уже третья картина российского режиссера об Абхазии. Ранее он снял «Красную книгу детства» и фильм под названием «Абхазия. Код возрождения». Репортаж Алики Трапш. Давид и Вера – реальная драматическая история абхазской семьи из Гагры. У супругов Владимира и Виктории Дженя трое сыновей – Давид, Иснат и Дамей. Дети учатся в школе, родители работают. Дружная семья живет в любви и согласии. В их большом красивом доме часто собираются гости, и хозяева встречают их тепло и радушно. Однако у этой счастливой семьи непростой путь. Когда старшему сыну Давиду было чуть меньше 2 лет, родителям сообщили страшную новость – у ребенка обнаружили рак крови. Сложно представить, что пришлось пережить этой семье, но они не теряли надежду и веру. Идея снять фильм о семье Дженя у режиссера Алексея Малечкина появилась после того, как он прочел статью об истории Давида на сайте «Спутник Абхазия». Связаться с семьей режиссеру помогла журналист Манана Кокоскир. Нас встретили, приняли, и мы месяц жили, наблюдали. Этот прием называется метод привычной камеры, когда уже на нас не реагируют практически. Герои привыкли и к камере, и к съемочной группе. И потому получилось, на наш взгляд, правдишная, если можно так сказать, получилась жизнь. Фильм о счастье, о любви, как материнская, отцовская любовь может справиться с горем, с бедой, с проблемами. Давиду удалось победить тяжелую болезнь. Сейчас ему 17 лет, выпускник школы. Юноша неординарный и талантливый, увлекается робототехникой. Первого сконструированного им робота он назвал «Вера». Робот помогает обучать детей с ДЦП буквам, цифрам и скороговоркам. Кроме того, Давид увлекается иконописью, и, по его словам, во время работы он ощущает большое умиротворение. С 2013 года занимаюсь иконописью. Уже написано 3 работы. Одну семистрельную я пока не закончил в связи с тем, что готовлюсь к поступлению уже в 11 классе. И пока не хватает времени, но бросать ни в коем случае не собираюсь. Хочу поступить на программиста информационной безопасности. Тяжелое заболевание, которое сумела победить семья Джени, изменило их образ жизни, восприятие окружающего мира. В своих откровениях они делятся о своем отношении к жизни, к будущему и вере в Бога. Каждая семья, наверное, должна быть, не знаю, отношения. Дети, семья – это самое главное. Из всего этого у нас складываются все наши сегодняшние хорошие моменты. Наверное, в жизни много должно быть позитива. Мы каждое утро встаем и слышим, что услышим. И от людей зависит, от всех нас зависит. Я понимаю, что кому-то легко, кто-то что-то остается, кому-то так, но, наверное, все должны стараться, чтобы было хорошо. Больше друг другу улыбались, чтобы и не просто так дежурно, а чтобы внутри и в семье все было хорошо, красиво и прекрасно. Все красиво. Главный посыл фильма Алексея Малечкина в том, что человек своим усердием и стремлением, естественным желанием жить может победить самые сложные жизненные ситуации. И название фильма «Давид и Вера» выражает устремленность героев к добру, любви и созиданию. Алика Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Документальный фильм «Давид и Вера» смотрите в нашей сегодняшней программе.
Аппарат Кабинета министров объявляет конкурс по выбору поставщика мобильного реанимационного комплекса для транспортировки новорожденных «Авиатор» с аппаратом искусственной вентиляции легких. Приобретение автомобиля за счет средств республиканского бюджета предусмотрено целевой программой, утвержденной 10 декабря 2019 года. Общий объем финансирования программы составил 15 миллионов рублей. Большая часть средств программы предусмотрена для приобретения автотранспортных средств на нужды подведомственных министерств здравоохранения и социального обеспечения организации. Максимальная стоимость автомобиля для нужд республиканской детской больницы составляет 9 миллионов 50 тысяч рублей. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется комиссией аппарата Кабмина с 4 по 14 февраля. Вот уже 5 лет в Сухуме в центре «Мир без насилия» имени Зураба Ачба работает биографический салон, в котором свои истории рассказывают обычные люди, на чьи плечи легли тяготы войны и послевоенной разрухи. Именно здесь можно услышать неприкрытую правду о войне из первых уст, правду, о которой не пишут в книгах. Если на тебя идут войной, выжить можно только, я так думаю, выжить можно только, приняв необходимые меры к самообороне. Место, где рассказывают живые истории, где с трепетом относятся к памяти людей, которые принимали активное участие в грузино-абхазской войне. Носители этой истории сами рассказывают, где и как их встретила война, и как они отнеслись к ней. Главная цель и назначение аудиозаписи – не мешать респонденту, дать ему возможность все рассказать без наводящих вопросов. За прошлый год было собрано более 100 историй, после прослушивания которых невозможно сдержать слез, а потом еще долгое время голос героя звучит в голове и не отпускает, заставляя задуматься о том, какую трагедию перенес абхазский народ. Цель этого проекта очень важна для нашего народа, потому что я родилась после войны и названа в честь своего дяди. Меня зовут Руслана, у меня дядя погиб во время войны, поэтому война коснулась своим холодным касанием и меня. И поэтому, естественно, эта тема очень актуальна для моей семьи, в первую очередь для моей бабушки, которая потеряла своего единственного сына. И возможность слушать людей, для которых война является уже такой составной частью их жизни, это очень важно, потому что они передают свою историю искреннюю, она пропитана болью, силой и отвагой, а самое главное – примером. География биографического салона обширна, от реки Ингур до реки Псоу. Точно так же абсолютное этническое разнообразие, религиозное представительство. Идея создания биографического салона появилась в ходе реализации проекта «Историческая память людей», который Центр осуществляет в сотрудничестве с немецким историком и социологом Андреа Земскова-Цюге. Целью является узнать, скорее даже понять, что пережили люди, которые перенесли такие трагические события, как вооруженный конфликт, как они пережили это, что они делали. Не обязательно находились на линии фронта. Да, это и люди, которые за фронтом были их поддержкой, и это очень важно. И мы хотим рассказать историю каждого их устами. Для этого мы берем интервью по всей Абхазии, людей, которые готовы их дать. И потом из этих интервью мы выбираем короткие эпизоды, максимум 10-15 минут. Сила духа помогла людям выдержать все, пройти через испытания и сохранить свое человеческое «я». Нужно, чтобы об этом знали как можно больше людей, говорят в Центре. Множество аудиозаписей, в которых люди делятся пережитым, обсуждают, вспоминают. Подобные биографические салоны работают во многих постконфликтных регионах. Наала Кови, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. И о погоде. По информации Гидромедцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и вечером возможен дождь, днем преимущественно без осадков. В предгорьях и в горах снег. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем плюс 11-16. Температура морской воды плюс 9-10 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.